Призывы к соблюдению элементарных требований некоторые продавцы встречают настороженно, некоторые агрессивно. Причина банальна. В сладких презентах нашли продукты, противопоказанные к продаже. Это чипсы, сухарики, леденцы и жевательные резинки, о чем спешат сообщить представители Роспотребнадзора. Да только слушать специалистов не спешат. В сети мы не можем этого запретить. В детских товарах не должно этого содержаться. Это не детский товар, это подарки. Детские эти. Проверки детских подарков в канун Нового года для Роспотребнадзора уже традиция. К сожалению, нарушения остаются все теми же. Отсутствие необходимых сопроводительных документов, маркировки, сертификатов и данных о товаре. Маркировка, подарка, фуюал, изготовление, дата упаковывания, срок годности, информация, это. На каждый вид шоколада, сертификат и маркировку оплати есть. Вместо ожидаемого ответа немое молчание самих продавцов. Правда, за объективом камеры оправдание находит. Они говорят, что там, где мы приобретали эти продукты, нам не представили документацию. Но это уже вина только реализаторов. Требовать будем конкретно с тех, кто реализует данный вид продукции. Пройти мимо и не купить сладкий презент для своего ребенка из родителей редко кто удержится. Горящие глаза детей при виде подарков трудно не заметить. Но сотрудники ведомства советуют исключить ряд продуктов при выборе презента, потому как халатное отношение к покупке может грозить здоровью детей. Предпочтение при выборе сладких новогодних подарков стоит отдавать конфетам, пастиле, вафли. Стоит исключать скоропортящиеся продукты, фрукты, йогурт, кисломолочные всякие продукты. И самое главное правило, которое специалисты просят не забывать. Покупатель имеет полное право от и до проверить свою покупку. Никакие увещевания продавцов, что товар возврату не подлежит, по закону не имеет силы. А чтобы нарушений стало меньше, специалисты планируют проводить такие рейды и в новогодние праздники. Дана Плеева, Хасан Майсигов, Новости 24.